натянут. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некуда больше клеймить, ямщик, не гони лошадей. Так что же дало вот это время взаимодействия человека с лошадью на нашу культуру? В архитектуре мы уже говорили, и триумфальные арки, и даже конный манеж, это выставочные залы, стали уже центральными вещами. И сейчас в современной архитектуре, вот недавно, лет 5 назад, в Казани построили это здание сельского министерства. Так вот, коней, и дерево тоже, это делали наши ижевские литейщики и скульпторы. Все равно это пользуется, это символика, это определенный настрой, это определенное отношение. И даже в одежде, не только фраки, о которых мы упоминали, но даже самые демократичные бейсболки, это не что иное, как кепки жокеев, трансформировались через бейсбол, через какие-то вещи, но все это оттуда идет. Каблуки и прочее, прочее. Я уже не говорю о геральдике, копейка, от слова копье, всадник, копьеносец, тут все как бы есть. Но вот давайте посмотрим, глядимся в лицо другого копьеносца, неандертальца, человека, который впервые приучил лошадь. Вот что эти годы, эти тысячи лет, изменили они природу этого существа или нет? Человек остался живым существом со всей физиологией. Каждый день мы едим животных, поедаем их в огромном количестве. И крупный, и мелкий рогатый скот, и кого угодно. Все время забиваем. Конечно, в форме такого антрикота это все выглядит безобидно. Но вот если мы посмотрим, как преобразуется туша животного в это геометрически неузнаваемая форма мяса, лошадь тоже имеет мясной раздел, ее тоже едят. И конская колбаса, она до сих пор производится, не в таком большом количестве, но тем не менее есть. И вот это знаменитое кресло Ле Корбюзье, шедевр дизайна 20 века, это лошадь, это кожа лошади натянута. Какой же человеку друг, если он лошадей так нещадно эксплуатирует?